Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на канале «Якутия-24». Мы рады приветствовать вас в эфире. Сегодня его проведем для вас мы, Катерина Винокурова и Степан Федоренко. 4 февраля на календаре, день недели четверг. И сегодня мы вместе научимся готовить вкусные, полезные сырники, сделаем зарядку и расскажем о том, что можно будет посмотреть в ближайшее время в кинотеатрах. Конечно же, к нам в нашей студии ожидаются интересные гости, которые расскажут о том, как соблюсти баланс между онконастороженностью и фобией, как современные технологии могут повлиять на развитие промышленности и как стать успешным. Ну и напоминаем, что теперь смотреть эфир нашего канала можно и у себя в смартфоне благодаря мобильному приложению НВК Саха. Эфир нашего канала, а также каналов НВК Саха и Мамонт. Приложение доступно в Play Market и App Store. Скачивайте, устанавливайте и смотрите любимые передачи в любом месте и в любое время. Также мы хотим вам напомнить про наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Пишите нам, задавайте вопросы, можете кого-то поздравить и поделиться с нами своим настроением. Ну а далее прогноз погоды. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 42, минус 46 градусов. В Заречной группе минус 38, минус 53. В Южных минус 32, 39. В Вилюйской группе минус 32, минус 41 градус. В Нижнеленских до минус 42. В Западных минус 33, 37 градусов. В Колымо-Индигирской группе районов минус 9, минус 48 градусов. В Янских минус 32, минус 49. На северо-западе минус 32, минус 36 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 44 градуса. Сегодня днем преимущественно без осадков, туман, слабый ветер. Температура воздуха днем составит минус 40, минус 42 градуса. С 1 по 11 классы учащиеся сегодня идут в школу. Ну и самое время узнать, что произошло в республике и за ее пределами. В нашу студию уже поднялся Василий Радченко и готов поделиться самыми актуальными и интересными новостями. Василий, доброе утро. Да, доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Переходим к главным событиям. Число привившихся от коронавируса в мире превысило количество заразившихся. Вакцинировано более 105 миллионов человек, тогда как заразились с начала пандемии около 104 миллионов. Больше всего прививок, почти 34 миллиона, сделали в США. На втором месте находится Великобритания, где с учетом заморских территорий привились более 10 миллионов человек. Третье место занимает Израиль с 5 миллионами. Якутская офтальмологическая больница планирует открыть детское отделение для проведения глазных операций. Об этом сообщил главный врач больницы Иван Луцкан во время прямого эфира в социальных сетях. По его словам, прием детей сегодня оказывается в новом помещении. С 1 февраля перевели детскую офтальмологию на первый этаж с отдельным входом, где также оказывается консультативная помощь. Записаться на бесплатный прием можно через портал государственных услуг. Также через портал можно записаться на платное аппаратное лечение. Весь перечень услуг представлен на сайте, сообщил главврач. Он также добавил, что больница планирует расширить спектр услуг помощи детям и, возможно, этим летом откроется новое детское отделение, которое позволит проводить оперативное вмешательство детям до 17 лет. 4 февраля ежегодно отмечается Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Его главная цель – привлечь внимание населения к проблеме рака, а также напомнить о важности своевременного обследования у специалистов. Ежегодно в Якутии регистрируют до 2000 случаев онкологии. Среди мужчин чаще встречается рак легкого, у женщин – рак молочной железы. Средний возраст заболевших от 55 до 59 лет.
Тенденция к росту вообще по заболеваемости рака, оно идет вообще по всему миру. И наш регион, к сожалению, тоже не исключение. Да? Но много факторов. Во-первых, это наследственная предрасположенность, все-таки надо отметить, да? Окружающая наша среда, да? Надо, наверное, так сказать. Климат, значит, стресс, питание, много факторов. В Сунтарском районе наблюдается образование наледей на реке Вилюй. Об этом сообщили сотрудники инспекции государственного экологического надзора. Данное явление не характерно для этого времени года. В социальных сетях распространилась информация о том, что причина наледей на реке Вилюй – это результат спусков сточных вод с Мирнинского района. По данному факту сотрудниками инспекции отобраны пробы воды реки Вилюй под селом Сунтар и оперативно направлены в специализированную лабораторию в городе Нюрба для дальнейшего исследования содержания вредных веществ. Централизованная библиотечная система Якутска перешла во второй этап открытия отделов. Со вчерашнего дня разрешили работу в читальном зале, пользование ПК, открываются очные занятия кружков и клубов. Второй этап проходит по определенным правилам. Читатели допускаются в библиотеку по предварительной записи по телефону или электронной почте. При предварительной записи необходимо указать дату, время, продолжительность и цель прибытия. Взять, сдать книгу, работу в читальном зале и так далее. Вход читателей возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Максимальное пребывание читателя в библиотеке – 3 часа. Пингвинов в московском зоопарке в вольер подселили нового соседа – пингвина-снеговика. Сначала птицы спрятались в водоеме от людей, принесших гостя, но затем самый любопытный из стаи вышел на берег познакомиться с новеньким. Через некоторое время уже и остальные заинтересовались снежным сородичем, благодаря чему, как отметили в зоопарке, между ними состоялась коммуникация. У меня к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Мы продолжаем. Самое время подняться со своей теплой, уютной постели. И что сделать? Заряд. Утреннюю гимнастику. Доброе утро. Первое упражнение – пробуждение. Поднимаем руки, ноги, потрясли, проснулись. Второе упражнение делаем лежа, подтягивая колено к груди. Обхватываем руками. Третье упражнение делаем на пресс. Поднимаем руки, поднимаем ноги, сгибаем в коленях. Опускаем по очереди правую руку, левую ногу и меняем. И четвертое упражнение – это ягодичный мостик. Ноги на ширине плеч, пятки ближе к ягодицам. Поднимаем таз, прожимаем ягодицы. Комплекс упражнений подтягивания. Упражнение мы выполняем на четвереньках. Поднимаем правую руку и левую ногу. Выпрямляем, опускаем и меняем. Второе упражнение – кошечка. Руки прямые, в локтях мы их не сгибаем. На выдохе закругляем спину, голову под себя. На вдохе поднимаем голову наверх и максимальный прогиб в пояснице. Третье упражнение – лодочка. Мы поднимаем корпус, руки прямые, заводим назад за спину, делаем выдох. И плавно опускаемся вниз, делаем вдох. Комплекс зарядка. Первое упражнение – присед. Ноги на ширине плеч. На приседе мы делаем вдох, ягодицы вводим максимально назад, колени за носки не заходят. Встаем, выдох. Второе упражнение – наклоны вперед. Руки за голову. Во время наклона стараемся локти не сводить.
Третье упражнение – скручивание на пресс, на косые мышцы живота. Руки за голову и скручивание локоть колена в правую сторону и в левую. Хорошего дня и отличного настроения! Спасибо Елене. Что ж, заряжаемся, просыпаемся. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Я думаю, вот человек современный, когда просыпается, первым делом он что делает? Включает свой смартфон и да, вряд ли он начинает... делает зарядку, да, зарядка чуть позже уже на второй план отходит, но он открывает, конечно, телефон. Я, например, так делаю. Я тоже так же делаю. А есть ли у тебя профиль на Фейсбуке? Нет, на Фейсбуке нет. Я выбрал себе Инстаграм, просто мне кажется, что все соцсети дублируют друг друга и скидывать... Похоже, да? Да, все одни и те же новости в разные смысла нет. Хотя Инстаграм – это часть Фейсбука, так что, может, получается, что и есть. Я тоже сижу в основном в Инстаграме, но сегодня ровно 17 лет с того момента, как запустили социальную сеть Facebook. О том, какие еще знаменательные даты отмечаются в этот день, 4 февраля, узнаем в нашей рубрике. 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Их существует более 100. Рак может поражать любую часть организма. 4 февраля – Национальный день домашнего супа в США. Праздник призван напомнить о пользе и качестве домашней еды, которая готовится с любовью. Также сегодня день рождения резиновых калош. Изобрели их в Англии в 19 веке. Там постоянно сырая погода, а обувь надо было спасать от промокания. По народному календарю, если 4 февраля в мороз запотевают стекла, это к потеплению. Если по стеклу бегут узоры, холода будут продолжаться еще долго. Если видно солнце, значит весна будет ранняя. 4 февраля 1722 года Петр I своим указом утвердил табель о рангах – закон о порядке государственной службы в Российской империи. В этот день, в 1857 году, научной общественности впервые представили неандертальца. За год до этого в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. 4 февраля 1944 года ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК. Статья об этом важнейшем открытии в биологии вышла в американском журнале. В этот день, в 1945 году, началась Крымская или Ялтинская конференция. В ней приняли участие председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, американский президент Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. 4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть Facebook. В этот день в 1814 году родился Адольф Сакс, бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и сакс-горна. 4 февраля 1873 года родился Михаил Пришвин, русский и советский писатель, автор произведений о природе. В 1881 году в этот день появился на свет Климент Ворошилов, советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза. 4 февраля 1933 года родился Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР. Именины в этот день отмечают Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей и Яков. Мы продолжаем. Всемирный день рака проводится ежегодно 4 февраля. Очень важно, чтобы любой человек мог получить современную, своевременную диагностику и оперативное качественное лечение вне зависимости от статуса и материального положения и места жительства. Да. Рак занимает 2-е место в мире по смертности. Это одно из наиболее опасных заболеваний человечества, от которого ежегодно умирает множество людей. О том, как снизить риски возникновения онкозаболеваний, как соблюсти баланс между онконастороженностью и фобией, мы спросим у
врача, у хирурга-онколога Татьяны Николаевны Жарниковой. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Вы хирург-онколог. Скажите, как часто онкологическое заболевание требует хирургического вмешательства? Ну, хирургическое вмешательство – одно из способов лечения злокачественных новообразований, обеспечивающих благоприятный прогноз по заболеванию. Да? Но есть некоторые виды опухолей, которые не нуждаются в хирургическом лечении. Однако хочу сказать, что обязательно любой выбор и метод лечения должен быть согласован с лечащим врачом. Ну, вот моя бабушка, она вот тоже хирург, она говорит, что в свое время у них было преимущество вот именно отрезания, если что-то. Не, ну хирургический вид лечения – это один из основных видов лечения, да, который входит в комплексное лечение злокачественных новообразований. А с точки зрения доступности онкопомощи и ранней диагностики, да, насколько ситуация меняется за последнее время в нашей республике? Да, мы ориентированы на раннюю диагностику онкологических заболеваний, которая обеспечивает, естественно, благоприятный прогноз. Да? Что и подтверждает статистика. Если, например, в 2010 году ранние раки, то есть первая и вторая стадия, занимали до менее 30%, то уже в 2019 году эти данные повысились более чем в 1,5 раза и достигают уже 46%, что говорит действительно об эффективности ранней диагностики. Да? И это обеспечивается благодаря диспансеризации населения, которая повсеместно проходит по Российской Федерации. Да? Сейчас идет модернизация онкологических диспансеров по Российской Федерации. Программа, да, идет. Это увеличение оборудования, обеспечивается учеба персонала медицинского. Да? Также в нашем диспансере проходит программа онкопоиска с прошлого года. Запущена такая программа, где каждый желающий может записаться по интернету, пройти тестирование по 5 основным локализациям. Это рак печени, рак молочной железы, колоректальный рак легкого и рак предстательной железы для мужчин. Пройти тестирование и по результатам теста, если, например, будет где-то выявлен риск развития данного заболевания, человек сам записывается на удобное для него время и проходит до обследования. В случае, если и по тем результатам будет положительный какой-то момент, да, то пациент приглашается уже непосредственно в онкологический диспансер. А также в онкологическом диспансере проводятся мобильные мультидисциплинарные онкобригады, которые выезжают в труднодоступные районы Арктики. Да? В эту бригаду входит онкогинеколог, маммолог, онкохирург, эндоскопист врач и врач-УЗИ-диагност. И они выезжают в улусы в отдаленные и там проводят обследование. Также в прошлом году у нас был запущен врач-онколог выходного дня, при котором тоже выявили и предраки, и злокачественные новообразования у пациентов. То есть наш диспансер ведет очень большую работу в плане диагностики ранней и вот в плане онконастороженности, запуская вот такие программы. Татьяна Николаевна, вот вы упомянули про онкопоиски, да, вот желающих становится больше, люди. Население как относится? Да, очень хорошо относится. Больше следить за здоровьем. Люди стали следить за своим здоровьем, тем более вот эти вот массовые мероприятия, которые проходят с участием онколога, да, они очень всегда бывают востребованные, потому что люди начали беспокоиться о своем здоровье. Какие есть способы снизить риски возникновения онкозаболеваний? Ну, это в первую очередь, как все, наверное, повторяется, здоровый образ жизни. Да. Это отказ от курения, правильное питание, стрессы. Мы, конечно, наш мир – это стрессы, да, но их нужно снижать. Более спокойно, наверное, относиться к своим ситуациям, каким-то жизненным. Да. И еще один из немаловажных факторов – это лечение своих хронических заболеваний, которые зачастую являются предраками. Да? И вообще пациент, он не должен закрываться в себе, проходить вот эту диспансеризацию. Мы же нам предлагают, а мы сидим, зачем мы туда пойдем, что они там нам скажут? Нет, действительно на диспансеризации много выявляется. Программы, массовые медицинские осмотры, которые проводятся, их надо посещать. И потом человек не должен замыкаться в себе. Если есть какая-то клиника, что-то его беспокоит, надо обязательно идти к врачу, потому что иногда бывает стыдно. Некоторые заболевания
Бывает, например, особенно мужчины, ну, не каждый пойдет на колоноскопию, да? Но если человека беспокоят эти жалобы, то не нужно в себе их держать, не нужно искать лечение в интернете. Нужно обязательно обращаться к врачу. И это поможет, да, самолечение. Или вот мне там подружка сказала, что нужно пить это. Ни в коем случае. Надо пойти к врачу и вот высказать свои жалобы, и действительно врач вам поможет, потому что только он может вас направить на исследование. Ну и чтобы эта вот онконастороженность и не переросла в фобию, что нужно делать? Да, вот эта вот тонкая грань, да? Да, чтобы не сойти с ума от опасности, Что от бы вы страха. посоветовали как специалист? Ну, это же опять же знание, да, то есть вы должны знать, чем раньше вы обратитесь к врачу, чем раньше вас, допустим, либо это предраковое заболевание, либо это будет злокачественное образование, но это выявится на ранней стадии, а это залог благоприятного исхода, прогноза заболевания. То есть не нужно замыкаться в себе. Тут должны не только пациенты, но и их родственники, да, смотреть вот какие-то изменения. Потому что зачастую человек же, он не обращает внимания на себя. Мы себя видим каждый день в зеркало, мы смотрим на себя, и нам кажется, что да все нормально, ну подумаешь, больше устал, ну подумаешь, там бледнее стал. Именно родственники вам скажут, что да, что-то изменилось, что-то не то. И они вам скажут единственное правильное решение. А правильное решение – это обратиться к врачу. Не нужно пренебрегать медосмотрами, не нужно говорить, ну я потом схожу, сейчас не прошел, подумаешь, завтра схожу или там. А потом завтра это забывается. Вот вам по срокам нужно проходить обследование, да, пожалуйста. Не нужно бояться. Еще раз говорю, злокачественного образования, они лечатся, но всегда лечатся очень хорошо на ранних стадиях. Да, и чем раньше вы выявили, тем больше у вас шанса жить долго и счастливо. Татьяна Николаевна, благодарим вас за столь полезную беседу этим утром. Отличного вам дня. Действительно, наше здоровье в наших руках. Да, это точно. Спасибо. Мы Благодарю. продолжаем. В ресторанах быстрого питания «Макдональдс» в ближайшее время могут появиться бургеры с котлетами из искусственного мяса. Уже сейчас новое блюдо тестируется в заведениях сети в Скандинавии. По мнению аналитиков, мировой рынок альтернативного мяса вырастет к 2024 году до 23 миллиардов долларов. Чем вызван такой интерес к искусственному мясу, а также и другие новости из мира экономики, расскажет наш коллега Иван Лазаренко. Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» решила поменять рецепт бургеров и начала тестировать фирменные блюда, но с котлетами из искусственного мяса. Как сообщается, пробные продажи начались в Скандинавии. Если эксперимент пройдет успешно, новые блюда появятся и на других рынках. Котлету для бургера разрабатывала американская компания, в ее основе лежит гороховый белок. Остальные традиционные ингредиенты также входят в состав бургера. По мнению аналитиков, мировой рынок альтернативного мяса вырастет к 2024 году до 23 миллиардов долларов. Такой взлет объясняется многими факторами. От защиты животных до продовольственной безопасности и пандемии коронавируса. Показательный пример – Соединенные Штаты Америки, где объем продаж альтернативного мяса увеличился в 2,5 раза во время пандемии. В Государственную Думу России внесен законопроект, в котором предлагается отсрочить начисление пени за просрочку оплаты налога на имущество физических лиц до сентября 2021 года. Принять такие меры предлагается в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это изменение позволит улучшить положение налогоплательщиков и окажет поддержку семьям с низкими доходами, указали разработчики. Отмечается, что на фоне пандемии у граждан сократились расходы, и россиянам нужно дать хотя бы небольшое послабление. Банк России решил не ждать, когда население само овладеет финансовой грамотой, и начал планомерное ужесточение правил продаж финансовых продуктов коммерческими банками. Одним из направлений стали вклады, доход по которым обставлен разными условиями. Например, в рекламе банка может быть указана ставка, например, 7% годовых, но мелким шрифтом указано, что действует она только первые полгода, а затем, допустим, становится 4%. В перерасчете наказывается, что это одно из худших предложений на рынке, если вкладывать деньги на год. Или наоборот, вклад с более низкой номинальной процентной ставкой, но, допустим, с ежемесячной капитализацией процентов может оказаться куда выгоднее, особенно при долгосрочном планировании сбережений.
Пить не вредно. Маркировка воды в России может начаться через 3 месяца, с мая 2021 года. Об этом говорится в дорожной карте, которая разработана национальным оператором маркировки при участии бизнеса и направлена в Минпромторг. В министерстве заявили, что введение идентификации будет постепенным и продлится до 2024 года. Это позволит сделать переход к новым правилам работы максимально комфортным. Накануне уже отметили успешность эксперимента по маркировке воды, в ходе которого уже выдано более 492 тысяч кодов. Представители бизнеса оценивают его по-разному, но вот специалисты Минфина и эксперты считают, что идентификация воды поможет избавиться от контрафактной продукции. Доброе утро, 4 февраля на календаре. Мы продолжаем наш утренний эфир. 12-летний гимнаст из Украины Богдан Стрионов установил рекорд Украины в висе на волосах в самом юном возрасте. Как признался рекордсмен, самое тяжелое было во время рекорда – это держать партнершу на волосах. Перед рекордом он немного боялся, но все же решился и вышел на сцену. По словам мальчика, в будущем он хочет связать жизнь с цирком и поступить в специализированную академию в Киеве. К своему тренеру в детскую цирковую студию «Эдельвейс» Степан пришел 5 лет назад и сразу обратил на себя внимание тренера. Сейчас Степан и его тренер уже задумываются о выходе на международный уровень и установке рекорда, достойного книги рекорда Гиннесса. Везет людям. Мне с моими волосами никакой вис не грозит. Мне было бы жалко свои волосы. Да, твои волосы жалко, а мои не жалко, но бесполезно. Даже ради рекорда, наверное, так. А мы, жительницы башкирской деревни и Нижняя Игбаева, вышли чистить лед в хоккейной коробке. Но не смогли отказать себе в удовольствии побегать с клюшкой. Бабушки надели коньки и в традиционных юбках и платках побежали защищать ворота в компании женщин помоложе. Для веселья был повод. Накануне деревня выиграла районный этап башкирского конкурса «Трезвое село» и теперь поедет в Уфу. В честь этого события жительницы деревни решили создать собственный хоккейный клуб и кинуть клич по соседним деревням, чтобы и там приобщались к игре. Может быть, в скором времени в Башкирии появится своя бабушкина хоккейная лига. Молодцы, бабушки. Молодцы. Вот, никогда не поздно заниматься спортом. Да, и главное, ведь это боевой дух поднимает, я не знаю, жизненные силы дает. Вот такие вот развлечения, мероприятия. И к новостям спорта. ВАДА не будет оспаривать решение спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА. Таким образом, решение САС останется прежним. Напомним, российским спортсменам до середины декабря 2022 года запрещено выступать на крупных международных стартах под гимном и флагом страны. Подробно об этом решении ВАДА и других событиях в мире спорта расскажет наш коллега Власий Сергеев. В эфире новости спорта. Здравствуйте! Всемирное антидопинговое агентство не будет подавать апелляцию на решение спортивного арбитражного суда о санкциях в отношении российского антидопингового агентства. Как сообщает пресс-служба ВАДА, организация была разочарована тем, что суд решил не накладывать на РУСАДА все требуемые санкции. Однако агентство не будет оспаривать вердикт САС. Напомним, 17 декабря спортивный арбитражный суд частично поддержал иск ВАДА, впоследствии чего российским спортсменам запретили выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом и гимном страны. Отметим, что руководство РУСАДА также не стало подавать апелляцию на решение суда. Сборная России по мини-футболу со счетом 4-0 выиграла у команды Грузии в гостевом матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы. Дублем отметился Артем Ниязов. По одному взятию ворот провели Данил Давыдов и Рамула. После 2 туров россияне возглавляют группу 2, набрав 6 очков. Далее идут грузины и французы, в активе которых по 1 баллу. Замыкает квартет сборная Армении, пока что не сумевшая набрать ни одного пункта. В следующем матче российские футболисты на выезде встретятся с французами
французами. Игра пройдет 5 марта. Заброшенные шайбы Дениса Гурьянова и Александра Радулова принесли Далласу гостевую победу над Коламбусом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6-3. В составе победителей помимо россиян взятие ворот провели Джейми Бен, Радек Факса, а также Джо Павелский, оформивший дубль. У хозяев льда отличились Сет Джонс, Дин Кукан и россиянин Михаил Григоренко. Даллас поднялся на второе место в таблице центрального дивизиона, набрав 11 очков. Коламбус идет на 4-й строке, имея на счету столько же баллов. В следующем матче команды вновь сыграют с друг другом. Встреча пройдет в субботу на домашней арене Далласа. Перейдем к событиям нашего региона. Якутские дзюдоисты завоевали 2 бронзовые медали Кубка губернатора Челябинской области. Об этом сообщает ЕСЯ. В состязании среди женщин весовой категории до 78 килограммов 3-е место заняла Ольга Лихота. Якутянка провела 2 встречи, одержав 1 победу и потерпев 1 поражение. Среди мужчин бронзовым призером соревнований стал Артур Ефимов, выступавший в категории до 60 килограммов. Он зашел на 3-ю ступень пьедестала, одержав 4 победы при 1 поражении. Якутяне завоевали 3 медали на чемпионате Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Соревнования прошли в Уссурийске. Мужская сборная республики заняла 3-е место в командном первенстве. В полуфинале турнира якутяне уступили спортсменам из Сахалинской области. Также бронзовыми призерами стали представительницы женской сборной Якутии, которые в 1/2 финала уступили соперницам из Забайкалья. В одиночном разряде отличилась Ольга Тихонова, завоевавшая бронзу. Отметим, что в прошлогоднем чемпионате ДВФО якутянка также заняла 3-е место. Это были новости спорта. Всего доброго! Доброе утро. Мы продолжаем. Василий Радченко снова в нашей студии и готов поделиться свежими новостями. По последним данным, на 3 февраля вакцину от коронавируса в Якутии получили чуть более 22 тысяч человек. В том числе за сутки порядка 1500 граждан. Напомним, вакцинация проводится в Якутске и во всех районах республики. Из 22 тысяч 8600 приходится на столицу. В Нерюнгринском районе 1047 человек, в Алданском районе 889, в Вилюйском 777. Меньше всего провакцинировано с учетом имеющихся в наличии доз вакцин в Булунском 85 и Нижнеколымском районе 55 человек. Оснащение города теплыми остановками и работу автобусных маршрутов, в том числе и в пригороде, обсудили на совещании в столичной мэрии. Участие в нем приняли исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев и предприниматели. По итогу мероприятия было установлено, что на сегодняшний день у 123 транспортных средств из автобусного парка выходят сроки эксплуатации, а предписанные санитарные нормы практически не выполняются. Так было принято решение не только о пересмотре маршрутов, но и об обновлении автопарка. Евгений Григорьев также обратил внимание на жалобы горожан по поводу оснащения теплых остановок, их режима работы либо вовсе отсутствия. На 2021 год стоит задача построить 20 теплых остановок. Мы обозначили общие требования для предпринимателей, для округов в том, что остановка в первую очередь должна быть остановкой. Она должна открываться раньше первого автобуса и закрываться после последнего автобуса. Мы договорились, что сегодня и дальше принимать решения относительно установки новых остановок, функционирования текущих мы будем, исходя из потребностей, которые есть у гражданина, у горожанина, который пользуется автобусом. А в Удачном до октября благоустроят центральную площадь. Определен исполнитель работ. Он заасфальтирует проезды, уложит тротуарную плитку, оснастит пространство оборудованием с использованием малых архитектурных форм. Много лет центральная площадь Удачного не меняла свой облик. Для привлечения финансовых средств из госбюджета специалисты администрации города подавали заявки на всероссийские и республиканские конкурсы по созданию комфортной городской среды. В прошлом году была выделена субсидия в 35 миллионов рублей. Для полной реализации проекта требуется более 50 миллионов. Но благодаря предоставленной субсидии обновление площади начнется уже в текущем году.
Более 12 тысяч девятиклассников из более чем 550 школ республики пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Оно назначено на 10 февраля, сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Успешная сдача собеседования будет являться допуском к государственной итоговой аттестации. Продолжительность для каждого участника 15-16 минут. Для детей же с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов время собеседования увеличат на 30 минут. Результаты будут оцениваться по системе зачет-незачет. В качестве экспертов выступят только учителя русского языка и литературы, говорится в сообщении. В галерее «Голубая гостиная» Санкт-Петербургского союза художников открылась выставка работ якутского художника Анны Осиповой. На ней представлены работы по графике и живописи. Исходной точкой творческих поисков стали размышления о происхождении якутов и тюркского этносов. Произведения Анны Осиповой объединены под общим названием «Зыбкая ткань реальности». Они содержат символы якутской культуры, художественное осмысление исторических событий. Анна родилась в Якутске в семье академика живописи Афанасия Осипова и художницы Зинаиды Курчатовой. Ее работы находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Общая тема «Зыбкая ткань реальности», что заглянуть бы каждому человеку внутрь самого себя, внутрь своего рода, своей семьи, и там можно найти ответы на волнующие реальность нас вопросы. К этой минуте у меня все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо, Василию. Доброе утро. Степа, чем ты обычно завтракаешь? Да я завтракаю, наверное, как и большинство населения планеты Земля. Обычный завтрак, яичница, кофе, бутерброд. Везет, ты завтракать успеваешь, я не успеваю. А вот предлагаю тебе разнообразить свой рацион и приготовить сырники и без глютена по рецепту кулинара Натальи Старостиной, с которым мы поделимся с вами далее. Доброе утро! Сегодня на завтрак мы приготовим с вами сырники. Но сырники у нас будут именно безглютеновые, из серии правильного питания. Пшеничную муку в сырниках всегда можно заменить на правильную муку. Это может быть рисовая мука. Сегодня в нашем случае это миндальная ореховая мука. Мы возьмем творог. Это может быть творог, если вы не на диете 9%, может быть обезжиренный творог. Измельчаем его, протираем. Добавляем для связки яйцо. Сахар добавлять мы не будем. Сахар у нас заменит мед. Измельчили творог. И добавляем муку. Как я сказала, мука у нас миндальная. На 2 пачки творога 4 столовые ложки миндальной муки. Перемешиваем до однородной, плотной консистенции. Смотрим на глаз. Возможно, в вашем варианте, если это будет рисовая мука, а рисовая мука, она довольно-таки вязкая, может быть, вам достаточно будет 3 столовых ложек рисовой муки. И сейчас мы будем лепить сырники. Слегка добавляем масло и берем порционно на каждого человека. Лепим шарики. Вот такие кругляши. Обваливаем в миндальной муке еще раз. Видите, консистенция довольно-таки плотная. Сырник не разваливается. Раз. Это очень быстрый, сытный и богатый витаминами, минералами, энергией. Орехи – это белок, а белок – это у нас что? Белок – это у нас энергия. Сырники из серии правильного питания. У кого реакция аллергическая на глютен, можете спокойно заменять пшеничную муку и готовить вот такие безглютеновые сырники. Итак, сырники у нас обжарились. Выкладываем на тарелочку.
И подслащиваем медом, так как у нас не было подсластителя. И посыпем орешками. Приятного аппетита и удачного вам дня! Всем доброе утро! В крупных релизах кинопремьер этого четверга дебютная режиссерская работа певицы и автора песен Сии, экшн-триллер «Защитник», а также фильм о дружбе девочки и пони по имени Полли. Подробнее с премьерами знакомимся в нашей рубрике «Афиша». Представляем вашему вниманию киноновинки этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Соседка лежит на полу, я не могу нащупать пульс. У девочки остались какие-то другие родственники? «Мьюзик» – яркий режиссерский дебют одной из главных исполнительниц и композиторов 21 века Сия и актерский дебют звезды музыкальных клипов Сия, танцовщицы Мэдди Зиглер. Картина соединяет в себе сердечную историю о силе любви и 10 песен артистки. Мне хорошо. Зу после очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти свое место в мире узнает, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли, и первое время кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем? Ответ в 10 музыкальных клипах Сия, написанных специально для этой истории. «Мьюзик». Скоро в кинотеатрах. Папочка, я очень по тебе скучаю. У меня не получается завести здесь друзей. 10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого – пони по имени Полли. Прямо сейчас на сцене тот, кого вы все так ждали. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга. Не пора покончить. Заменим на более послушного. Сесиль и Полли отправляются в бега, а в погоню за ними встревоженный директор цирка. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться. Чем ты там занимаешься с этой девчонкой? Наш ход, ребят! Лучший пес на свете. Фильм «Заступник» с Лиамом Нисоном в главной роли стал лидером по сборам в США и по итогам первого уикенда проката. Сегодня ленту увидят и российские зрители. Вы не пройдете. Лиам Нисон объявил, что прекращает сниматься в боевиках, так что это последний шанс увидеть его в роли человека с ружьем, который сражается против наркобаронов. Правда, спасает он на этот раз не собственную дочку, а чужого, но очень беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента герою Нисона Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки. А дальше делай, что хочешь. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Нет, его мать просила присмотреть за ним. «Заступник». Неприятности на дороге? Да уж. Доброе утро! Современные технологии в промышленности. Нерюнгринские резиденты IT-парка активно внедряют новые технологии в промышленность. Да, и сегодня у нас в гостях Александр Прощелыгин, директор фирмы Криобластер, резидент технопарка Якутия в городе Нерюнгри. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро. Вы разработали несколько уникальных проектов. Немного расскажите о них.
Ну, у нас как бы параллельно сейчас двигаются 3 проекта. Один из них вот криогеновый бластер – это использование сухого льда для очистки производственных зданий, помещений, трубопроводов и вентиляции. И второе – это обучение подростков современным технологиям, подготовка кадров, скажем так, как IT-технологии, так и производственные мощности. Это вот плазменная резка и полностью металлоконструкция. Что вот из использования вот станков числовым пультом управления. Сейчас вы активно обучаете молодежь, да? Готовите будущие кадры в области инноваций. Дефицит кадров сейчас одна из актуальных тем в нашей стране. Как вы видите решение данной проблемы? Ну, данная проблема, чтобы возобновить все-таки, вот как раньше было учебно-производственные комбинаты, именно для, скажем, молодежи, которые хотят свою трудовую деятельность связать, да, вот, ну, с производством. И, соответственно, производство оно не стоит, да, как бы мир не стоит на месте, мы вошли в век цифровизации, соответственно, нужно, чтобы уже молодежь, ну, нужно их внедрять как специалистов в эту область. Вот, и я вижу, что нужно просто возобновлять эту работу и взаимодействие вот с большими производствами, как заказчиков именно вот кадров. Ну, я думаю, что даже увидя такое название, молодежь, мне кажется, интересуется. Название довольно интересное. Александр, вы яркий пример успешного резидента. Из токаря переквалифицировались в успешного тренера. 18 лет работаете с трудными подростками. Выиграли 7 грантов в области. Создали Центр молодежного инновационного творчества. В Якутске в эти дни проходит тренинг «Игра тайм-менеджмент. Управление временем». Вы выступаете модератором, делитесь опытом. Как стать успешным? Как реализовать свои идеи? Дайте советы молодым. Ну, это не только молодых касается, и взрослых, да, как бы, потому что, ну, у каждого, я слышу, особенно предпринимателей, что нехватка времени. Они хотели бы сделать день 25 часов в сутки, да, но у нас, к сожалению, есть ограниченный ресурс. Но при правильном распределении, да, мы снижаем свою, знаете, как свои стрессы и повышаем свою эффективность. И на самом деле на таких тренингах мы делимся, как грамотно распределить, ну, свое время, чтобы расставить правильно приоритеты и, скажем так, меньше проводить, может быть, время в социальных сетях, а больше думать о своей мечте, больше ну, как бы предпринимать действия для того, чтобы, ну, вот, быть эффективным и успешным. Мы как раз сейчас видим кадры, да? Это как раз производственный процесс, да, вот плазменная резка, изготовление определенных, да, вот как бы заказов. И для детей это важно, когда мы запустили этот проект, что они от идеи до реализации, они видят свой продукт, они видят свою работу. И, соответственно, сделав урну, он уже не возникнет желания сломать, потому что да, для него это такой шедевр, на котором он сделал селфи и может сказать, что сделано в Якутии. А возможно ли было бы все это реализовать без IT-парка? Ну, на самом деле, как бы нет, потому что вот технопарк, IT-парк, они предоставляют шикарную возможность для старта таких проектов. Во-первых, взаимодействие с властями, с венчурными фондами, господдержка, льготная аренда помещений. Это как бы, ну, такой вот на стартапе это очень важно, когда ты не только говоришь идеи, но у тебя есть где и на что. Ну, вот как бы это спасибо большое, да, вот за такие организации, которые помогают действительно не просто встать на ноги, но еще возможность работать вот и с такими вот сферами деятельности. И без бумажной волокиты. Да, потому что они также и сопровождение делают. Как бы технопарк Якутия, ну, это бомбическая организация для инноваторов, для изобретателей, да, как бы и просто для людей, которые не хотят сидеть на месте, делать что-то полезное своими руками и головой. Какие еще идеи у вас есть? Может быть, какие-то новые есть? Может, поделитесь? Ну, сейчас мы рассматриваем, чтобы в городе Нерюнгри, да, как бы начать также силами вот молодежи делать туристическую базу, да, как бы открывать глэмпинговый центр, чтобы людям было где отдохнуть. И опять же, мы будем являться исполнителем этого заказа, делать красивые мангалы, качели, какие-то элементы декора. И когда это делается своими
своими руками, да, как бы, ну, для каждого жителя это такой свой минимальный, но это вклад. И также вот рассматриваем возможности, чтобы выйти на рынок уже Дальнего Востока и России, исходя из тех условий, которые у нас есть. Александр, спасибо вам большое. Желаем вам дальнейших успехов. Молодежи Нерюнгри желаем творческих идей, реализации этих творческих идей. Активности и больше кадров в промышленность. Спасибо Отличного дня, хорошего настроения. А в нашей традиционной рубрике «Пусть мама придет» сегодня мы познакомимся с очаровательной девочкой по имени Харыстана. Она очень подвижная, активная и жизнерадостная. Знакомьтесь, Харыстана. В феврале ей исполнится 2 года. Эта замечательная девочка совсем недавно научилась ходить и делает это с большим удовольствием. Она очень подвижная и активная. Это у нас Харыстана. Ей будет скоро 2 годика. Харыстана любит играть в яркие игрушки, любит рассматривать яркие книжки. Харыстана пытается говорить простые слова. Она самостоятельно кушает, пытается одеваться сама, легко идет на контакт. Очень умная девочка. Молодец. Когда у нее все получается, она очень радуется. Ой, осталось. О, зеленый. Молодец. Желтый цвет. О, молодец. Теперь сама Харыстана делает. О, молодец. Оп. Оп. Давай, стучи только. Молодец. Давай, стучи. О, молодец. Харыстана у нас в группе самая маленькая девочка. Она умеет самостоятельно кушать. Ложку держит правильно. Аппетит у нее хороший. В силу ряда причин маленькая Харыстана оказалась в доме ребенка, и очень хочется, чтобы она обрела семью и росла в окружении любящих мамы и папы. Доброе утро, мы продолжаем. Авторские мишки Тедди приобрели огромную популярность. Спрос рождает предложение. Игрушки Тедди все чаще заказывают мастерицам. О таком нерюнгринском мастере посмотрим наш следующий сюжет. Я сшила слоником. Это Тедди игрушки. И сейчас у меня стоит задача сшить ему одежду. Есть вот такой колпачок. Но он мне не нравится по цвету. Может быть, конечно, будет и симпатично, но... И это вот у нас такая задача сложная у рукодельниц всегда. Потому что вот видите, сколько всяких разных рисунков. И надо выбрать ему самый идеальный. Вот такая сейчас у меня стоит задача. Украсить моего слоняшку. Елена Каманцева увлеклась изготовлением игрушек 4 года назад. Сначала идеи выкроек брала готовые из интернета. Сейчас она смело сама строит свои авторские выкройки. Ткань для таких кукол подбирается специальная. Это может быть вискоза, имитация нерпы, мохер. Вот этого ежика я вообще обожаю шить. Это вот самая-самая моя любимая игрушка. Потому что вот, невозможно не улыбаться, пока его шьешь. Это же вот смотрите, какая милашка. Для таких игрушек характерна подвижность лап и головы. Они должны вращаться на 360 градусов. Для набивки Елена в основном использует опилки или синтепух. Для утяжеления добавляется гранулят. Но не только игрушки Тедди пользуются популярностью у Елены. Она может удовлетворить очень разные вкусы заказчика. Когда меня просят сшить куклу кому-нибудь на подарок, вот, допустим,
им больше нравится вот такая вот кукла, у которой 2 точки вместо глазок. А мне нравится вот такая, которая с глазками. У нас, получается, не всегда совпадают вкусы, когда вот просят что-то такое шить. Но я шью и иду навстречу, потому что у людей должна быть радость от полученной игрушки. В прошлом году Елена окончила курсы проведения мастер-классов в формате PDF по изготовлению игрушек. Теперь желающие приобрести таких теплых друзей могут перенять опыт изготовления даже авторских выкроек и персонажей Елены Каманцевой. А дальше развитие зависит только от желания и фантазии. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Мы продолжаем наш эфир. А жители казахского города Алгаз мастерили снегоход из отечественного запорожца. На кадрах, снятых в воскресенье, можно увидеть преображенную машину, у которой вместо колес теперь стоят лыжи и гусеничные ленты. Мастер Бектурган Едрисов рассказал, что это уже 2-я попытка изготовить из автомобиля снежный транспорт. Да, сначала он и его друзья пытались реализовать свою задумку из «Жигулей», однако машина оказалась неподходящей из-за большого веса и расположения мотора. Тогда изобретатели поняли, что идеальным автомобилем для снегохода станет «Запорожец». Новый снегоход прошел испытания и хорошо показал себя даже на глубоком снегу. Интересно, это вместо колес? Да, ну в Казахстане, я знаю, тоже погода не очень приятная. Там степь, ветра, холодно, и снега, видимо, хватает. Раз делают запорожцы, из запорожца делают Мы хотим напомнить, что у нас работает WhatsApp номер, и рада зачитать приветы, которые поступают к нам. Десяткиным из села Терють большой привет передают. А также с 50-летним юбилеем поздравляем уроженца Кутанинского наследия Султарского района Иванова Якова Ивановича. С пожеланиями родные поздравляют вас. Мы присоединяемся к поздравлениям. А на этом наша программа подходит к концу. Да, желаем вам всего самого-самого доброго. Пусть ваш день будет удачным.